Заключительный этап всероссийского конкурса профессионального мастерства «Воспитатель года России» стартует в Перми. Сегодня сюда приезжают воспитатели из разных регионов России и готовятся показать свое мастерство. Все они рассчитывают на победу. Самое начало регистрации все участники должны пройти полный медицинский осмотр, измерить температуру, давление, ну и, конечно же, сдать тест на коронавирус. Вам нужно будет снять масочку, я возьму у вас помочь. Всего приехали 74 участника из разных регионов России. Сейчас они все проходят регистрацию. Здравствуйте. Меня зовут Мария Александровна Бодягина, и я из Самарской области, представляю нашу область. Настроение у меня боевое. Надеюсь выступить отлично. Готовилась я, конечно, как и все. И мастер-класс, и занятия. Много всего, большой была подготовка. Все секреты рассказывать не буду. Все участники волнуются, готовились они достаточно долго. Какие костюмы с собой привезли, сколько их? Костюмов один. Феи северного сияния. С Мурманской области сами приехали, поэтому явление природы, которое у нас есть. Скажите, а почему вам такой костюм может понадобиться? Потому что мое занятие построено на чудесах природы. И поэтому это будет наглядно для детей. Из-за этого такой костюм. Все участники после регистрации получают презенты. Здравствуйте, скажите, что у вас интересного есть в пакете? Великолепный сборник «Воспитатель года России». Ой, я вижу здесь замечательные орнаменты Пермского края, звериный орнамент, медведь. Я знаю, что символ ваш. Сразу после регистрации все участники переедут в школу «Энергополис». И здесь очень важный этап. Впереди их ждет жеребьевка, и они узнают свои задания на ближайшие дни. Каждый конкурсант подготовил свою отдельную тему. Тема моя – это авторский опыт матвординг в детском саду. Эта практика позволяет каждому ребенку в условиях детского сада быть услышанным, развивать свои способности, проявлять себя. Это чудесно, и мы очень надеемся, что она будет интересна нашим коллегам здесь в условиях этого конкурса замечательного. Пока конкурсанты готовятся к жеребьевке, мы нашли победителя прошлого года. Это Евгений Пепеляев. Ваши пожелания для всех участников? Во-первых, я очень надеюсь, что каждый из участников уже выспался заранее, потому что во время конкурса это очень сложно сделать. А всем участникам я желаю удачи, успехов и бесконечной веры в себя, что у них все получится. Сейчас за закрытыми дверями участников идет инструктаж и семинар. Давайте зайдем и послушаем, о чем идет речь. И самое главное нам сегодня – это чудесное начало и подготовка к празднику. Я уверена, что это для всех будет праздник. И жеребьевка, чтобы мы уже определились с темами и ждали встречи с детьми. Темы для конкурсантов определит случай. С помощью специального компьютера на таком мониторе все участники будут к нему подходить и автоматически выдавать тему. К примеру, нам досталась наша планета, страны и континенты. Подготовительная группа детского сада. Так, среда. Нажимаем на жемчужинку, и вы выступаете какой? Второй номер. Миром правит доброта. Подготовительная группа. Жребий брошен, все участники уже знают свои темы. Здравствуйте, скажите, какая тема у вас? Здравствуйте, у меня тема «Зима в городе». Мне попался первый номер, и я выступаю с детьми старшей группы. Скажите, вы готовы к этой теме или вам придется всю ночь готовиться, изучать литературу? Мы готовились, мы прорабатывали все темы, но, конечно, подготовка будет в процессе. Все будет, мы будем готовиться, и у нас есть для этого время. У меня самая лучшая тема, у меня самый лучший номер 1, и тема «Наша планета». Первый вечер близится к завершению. Жюри всем участникам хочет поставить двойки. Это максимальная оценка. Но завтра начнутся испытания, и среди всех будет выбран лучший воспитатель года.
всех отличное настроение, и мы всем желаем удачи!